Добрый день, друзья! Вас приветствует медиацентр Кайнар КЗ образовательно-досугового комплекса Кайнар, город Экибастуз. Мы продолжаем цикл встреч «Педагогический диалог». Друзья, мы хотим вам напомнить о том, что наш проект проводится в рамках реализации республиканской программы «Рухани Жаңғыру». Педагогический диалог – это дискуссионная площадка для экибастузских педагогов. В ходе профессиональной дискуссии экибастузские педагоги делятся своими успешными методиками и навыками. За круглым столом экибастузские учителя задают интересующие вопросы и решают сложные педагогические задачи совместно. Сегодняшний выпуск посвящен классному руководству, а также профилактике правонарушений среди учащихся. Ну и сейчас пришло время, наверное, поприветствовать наших гостей. И наш первый гость – Умарова Роза Айтышевна, учитель физики высшей категории, педагог-исследователь, и представляет сегодня школу, гимназию номер 7 города Экибастуза. Здравствуйте, Роза Айтышевна. И второй наш гость – это Фомина Надежда Михайловна, школа-лицей номер 6. Добрый день, Надежда Михайловна, добро пожаловать в нашу студию. Расскажите, пожалуйста, о том, какой у вас педагогический стаж, стаж классного руководства. Мы вас внимательно слушаем. У меня педагогический стаж 18 лет, в том числе классное руководство у меня в течение 5 лет. Я являюсь классным руководителем 9 класса. Что касается форм работы, по индивидуальной профилактической работе с учащимися, то, во-первых, конечно же, это посещение детей на дому. То есть то, как они проводят свое время вне уроков, либо на каникулах, либо как они подготавливаются с домашним заданием. Следующая форма работы – это, конечно же, посещение уроков учащихся. На данном этапе, например, когда мы учились в онлайн-формате, это было делать проще, потому что мы могли в любое время войти и проверить, промониторить количество присутствующих учащихся, кто как отвечает, кто как готовится к урокам. Ну и, конечно же, следующая платформа, которая нам помогает для мониторинга посещаемости и как наши дети учатся, это Кунделик. Каждую пятницу мы делали мониторинг и отправляли скриншоты в личные чаты родителей, в ходе которого они знали, как учатся их дети. Затем проводились различные профилактические беседы с такими учащимися. Если это было достаточно беседы с родителями, то беседовали родители. Если нужна была моя помощь, беседовала с такими детьми я. Ну, конечно же, если же уже не получалось, то привлекались специалисты, либо психологи, либо социальный педагог. Что следующая форма работы – это, конечно же, индивидуальные и коллективные профилактические беседы с детьми. Конечно же, это было проще делать, когда дети у нас находились в обычном формате обучения, потому что, когда мы беседовали с детьми, мы могли их видеть лицо, и мимику, их движения, могли понимать, о чем они говорят, могли понять по их состоянию, что с ними происходит. То, например, в дистанционном формате это было уже делать сложнее, так как, например, при выходе в онлайн-общение дети могли отключать видеокамеры. Но все эти проблемы также решались с помощью посещения данных детей. Благодарю, Надежда Михайловна, за подробную информацию. Ну а теперь хотелось бы побеседовать с Розой Айтышевной. Роза Айтышевна, расскажите о вашей педагогической деятельности, о том, какой у вас стаж. Нам очень интересно об этом узнать. Ну, я работаю в школе-гимназии номер 7 уже почти 27 лет. Я так считаю, что это большой стаж. И точно так же классное руководство, можно так сказать, что почти столько же. Ну, помимо того, как дети рождались, там меньше, естественно. Начинала я в этой школе молодым педагогом. Мне дали 8 класс, можно так сказать. Сразу вот вы пришли, да. И классное руководство началось у вас с 8 класса. Дети были, можно так сказать, моего роста, да. Были свои какие-то особенности, были трудности. Я большой опыт получила. Тем более начинать, вы сами знаете, как тяжело. Затем я выпускала 9 классы. У меня 2, по-моему, 9 класса было. Ну, единственный раз я выпустила 11 класс. Вот так вот получилось. И я их взяла с 5 класса.
Мне, конечно, с ними было легче, потому что я их маленькими взяла. Этот класс был сильный. Многие ребята участвовали в олимпиадах, занимали призовые места. В этом классе было 4 учащихся, которые выпустились со знаком «Алтын белгі». И теперь, говоря сейчас, вот именно сейчас, какой мы классный руководитель, мне дали с 7 класса, и они полная противоположность этому классу. Извините, я вас перебью. Я знаю, что вы ведете, да, вот сейчас именно о том, какой класс у вас в данный момент. И я знаю, что вы ведете большую работу с детьми, которые состоят на внутришкольном учете. Очень интересно узнать, по каким причинам дети становятся на этот учет и какая работа ведется. Ну, во-первых, я хочу сказать, что в условиях дистанционного обучения организация именно контроля, внутришкольного контроля имеет свою специфику. То есть именно в этот период возникли очень большие проблемы и очень большие сложности. Что я хочу сказать? Во-первых, так как дети с разных категорий, то к ним нужен был особенный подход. Но если говорить о причинах постановки на внутришкольный профилактический учет, то это, в первую очередь, это нарушение устава школы, то есть это систематическое невыполнение домашних заданий, это пропуски без причины, это своего рода драки, да? Это совершение правонарушений с доставкой несовершеннолетних в органы милиции и так далее. То есть причин, естественно, много. Какое количество учащихся у вас состоит на внутришкольном учете? В внутришкольном учете именно в моем классе состояло 3 учащихся и 1 учащийся в группе риска. Эти учащиеся все с неполных семей, которые воспитывают только мамы. Спасибо, Роза Айтышевна. А сейчас мы перейдем к Надежде Михайловне. Надежда Михайловна, вот сейчас ваша коллега рассказала о ситуации в классе, о том, что есть дети, которые состоят в определенной группе риска, также и немного о семейном положении детей. А какая у вас обстановка в вашем классе? Какие у меня причины? В классе нет таких детей, которые состоят на внутришкольном учете, но есть также неполные семьи. Но даже если в этой семье мамочка воспитывает одна детей, папа, они все равно причастны к жизни своих детей. То есть они оказывают всевозможную помощь. Даже обычными участиями в различных мероприятиях, например, подготовка к Наурызу, это когда мы учились не в дистанционном формате, или подготовка к Новому году. То есть оба родители причастны к воспитанию ребенка. Замечательно. А какие у вас есть особенности работы с родителями? Ну, первое, конечно же, это должно быть, чтобы было единство требований педагогического коллектива и родителей к правилам поведения. То есть не должно быть, чтобы у педагогического коллектива было одно требование, а у родителей совершенно другое. То есть должно быть единство, чтобы ребенок понимал. Следующее, конечно же, это здесь будет и пропаганда здорового образа жизни. То есть у ребенка обязательно должен быть режим дня, режим труда, режим питания. Все это должно у него присутствовать в его жизни. Следующее – это, конечно же, приобщение родителей к жизни класса и школы, то есть это возможно и участие в различных мероприятиях. Также у нас родители вместе с детьми участвуют в различных акциях. Это акция «Собери крышки», «Собери макулатуру». Затем у нас была в школе, я думаю, это общегородская акция была «Помоги животным города Экибастуз». То есть они вместе везде принимают участие. Следующее, конечно же, это проведение беседы с родителями об ответственности подростков с привлечением специалистов. То есть это могут быть инспектора по делам несовершеннолетних, либо заместитель директора по воспитательной работе, либо психолог. Ну и, конечно же, это организация работы родительского комитета отдельными семьями. У нас, например, в состав родительского комитета есть люди с юридическим образованием. Если нужна помощь, они оказывают данную помощь. Замечательно, спасибо. Ну вот как раз мне хотелось бы вот насчет единства коллегу поддержать, что действительно один классный руководитель, как говорится, один в поле не воин. Поэтому в нашей школе это организована командная работа.
То есть вот как раз взаимосвязь и с психологом школы, и с инспектором, и с заучами по профилактической работе, по воспитательной работе, полностью с администрацией, и с учителями-предметниками. И тесная связь, как никогда, это с родителями. Я совершенно согласна с коллегой о том, что воспитательная работа должна вестись не только классным руководителем, она должна вестись и администрацией школы. Здесь также должно быть присутствие психолога, социального работника, предметники. И только вот такая вот совместная работа может привести к каким-либо результатам. Причем такая работа должна проводиться систематически и регулярно. Она не должна быть в единичных случаях. Только при систематических и регулярных мероприятиях по воспитательной работе могут привести к хорошим результатам. Замечательно, Надежда Михайловна, мы очень рады, да, что у вас такая позитивная картина в классе складывается. Я думаю, что это результат вот такой вот именно командной работы. Роза Айтышевна, давайте перейдем к вам. Хотелось бы услышать, какие у вас возникают проблемы во взаимодействии, да, решении этих таких проблем детей, состоящих в особой группе риска и также состоящих на внутришкольном учете, да, и какие уже есть результаты. Потому что у вас детки помладше, верно? 7 класс, у Надежды Михайловны постарше. И возможно, что с семиклассниками, мне кажется, даже где-то сложнее, нежели чем с детьми постарше. Такой период, да, 6-7 класс, там более сложнее. Такой, да. Во-первых, я хотела бы еще сказать, вот на что внимание обратить, не то, что внимание обратить, а у меня класс 21 мальчик. Одни мальчики. Ничего себе. Да, и всего лишь было 2 девочки, вот сейчас недавно прибыло. То есть это очень сложно работать только с мальчиками. Но если говорить о внутришкольном контроле, как организация проходила, то есть, во-первых, вначале был как бы немножко страх. Допустим, как организовать на расстоянии, понимаете? Основная проблема была в чем? Основная проблема была в том, что не было живого контакта, понимаете? Это очень тяжело. И я думала, как я их буду контролировать? Даже не то, что этих моих, которые состоят на ВШУ, а вообще класс, да? Но естественно, это очень большая такая кропотливая работа. Как организовать неурочный контроль, да? Как организовать контроль на каникулы, в калькулярное время, в праздничные дни. Поэтому вот в таком направлении это была задача моя как классного руководителя. Значит, что я проделывала? Значит, во-первых, естественно, я держала на контроле, вела мониторинг, вот как коллега тоже говорила, да, систематически все это делалось. Мы осуществляли видеозвонки, связь таким образом, аудиозвонки через WhatsApp, вы знаете, да, и требовали обратную связь. То есть дети тоже, принимая участие в каких-то мероприятиях, они, видеоотчет делали или фотоотчет. Роза Айтышевна, сейчас, слушая вас, мы действительно понимаем, насколько у вас непростой класс, ведь 21 мальчик, из них 4 состоящие на внешкольном учете. Действительно, это непростая работа, именно как у классного руководителя непростая работа. Расскажите, пожалуйста, какие новые способы вы находите, потому что ведь с каждым годом дети наши прогрессируют, да, и все вокруг становится уже таким для них более доступным. Что вы придумываете в таких случаях? Какие новшества вводите в деятельность свою? Ну, во-первых, я хочу сказать, что главная задача наша была это организовать досуг. Вот поэтому не сколько новое, наверное, а сколько просто сам способ представления. Это более такой как бы детальный. То есть мы делали пошаговый контроль. То есть каждый день по часам, понимаете? Значит, в виде чек-листа мы представляли перечень мероприятий расписанных. Эти мероприятия не только я одна проводила, это и физруки, это и учителя-предметники, это и психолог школы, это где-то там беседа с заучем и так далее. Поэтому и было разделено прям по часам. 10 часов, от 14 до 18 и так далее, и так далее. То есть мы полностью держали их на контроле. Естественно,
были акты посещения, в первую очередь, были акты ЖБУ, рейды были организованы и тому подобное. То есть это большая такая кропотливая работа. То есть чек-листы – это именно тот новый способ, да. Расписанный пошагово все мероприятия, это именно тот новый способ, который помогает сейчас вам в работе с детьми. Да. Замечательно. А что нужно сделать для того, чтобы детей сняли с учета? Ведь все равно положительная динамика идет, она же есть у вас? Есть, конечно. Чтобы снять с учета, во-первых, я как классный руководитель должна была наблюдать за этими детьми в первую очередь. Потом я должна была, ну, допустим, вперед забегая, уже у меня есть такая часть, которую я могу его на данный момент снять с учета. Это от классного руководителя нужна характеристика и именно та профилактическая работа, которая была выполнена. То есть доказать, что он улучшил, там успеваемость и так далее, и так далее. И причина, почему я именно хочу его снять с учета. И это рассматривается на всеобуче при администрации. Естественно, должны быть изменения, динамика должна быть. А есть у вас уже такие случаи, когда были сняты с учета вот ребята? На данный момент результатом моей работы вот именно в этом направлении является то, что у меня вот 3 состояли на учете. Мальчики у меня начали ходить на секции. Один продолжает, один только вот записался, 2, вернее, записались. И получается, одного я ходатайствую о том, чтобы его сняли. Почему? Потому что он, во-первых, повысил свое качество успеваемости, то есть он стал хорошистом, потому что он участвовал во всех онлайн-мероприятиях, какие были, вообще во всех мероприятиях старался и по спорту, и такие индивидуальные и тому подобное. И он занят, он ходит каждый день, занимается спортом. Замечательно, спасибо огромное за всю вашу проделанную работу. Действительно, я думаю, что это хороший результат, положительная динамика. И дай бог, что ваши дети все будут сняты с учета. И сейчас хотелось бы, знаете, рассказать такое стихотворение, которое, я думаю, что оно очень кстати к нашему сегодняшнему выпуску. И такие вот слова. Вот они, главные истины эти, поздно заметили, поздно учли. Нет, не рождаются трудные дети, просто им вовремя не помогли. И сейчас я хотела бы к вам обратиться, что вы можете пожелать? Я думаю, что в наш век цифровизации у нас у всех одна проблема. То, что мы мало разговариваем друг с другом. Поэтому я думаю, что самое главное – нужно беседовать с детьми, разговаривать с ними, потому что у них сейчас идет недостаток общения. Даже приведя примеры собственного опыта, я могу сказать, что у меня была девочка в классе, ее воспитывает мама одна, и мама постоянно была занята на работе. Она постоянно работала то по 2 суток, с ночи приходила, днем спала, и у нее не было времени разговаривать с ребенком. Она думала, что самое главное для ребенка, чтобы у нее все было. Но когда у ребенка начались проблемы, и поговорив с ним, я спросила, что происходит с ней, она ответила, что со мной не разговаривает мама. То есть самое главное для ребенка было не все эти блага, которые мы им стараемся приобрести. Самое главное – это разговаривать, беседовать с детьми, чтобы они чувствовали, что их любят, что они нужны. Ну, мои пожелания такие же, как у коллеги. Я согласна, что нужно общаться с детьми. Это в первую очередь как родителям, как классному руководителю, так и учителям, которые работают непосредственно с этими детьми. Потому что в любом ребенке можно развить его способность, любую малейшую способность. То есть у каждого ребенка есть своя какая-то особенность, и просто ее нужно развивать. Поэтому я так вот думаю, кто-то это, может, для кого-то это спорт, для кого-то это учеба, для кого-то какое-то творчество и так далее. Спасибо огромное, коллеги. Я думаю, что сегодняшний выпуск действительно получился очень живым, насыщенным. Мы обсудили проблемные вопросы, и я думаю, что нашли пути решения. Хочется пожелать всем нам
крепкого здоровья, наверное, да, вашей непростой деятельности, большого терпения и, самое главное, вот этой вот жажды в работе с детьми. Подписывайтесь на наш YouTube-канал odk.kainar, и вы сможете просмотреть все выпуски педагогического диалога. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, до свидания. До свидания. До свидания.